Я снова в лесу, ребята. Я снова в лесу и поднимаюсь на первую избушку. Сегодня будет однодневный поход. Брусника под ногами тоже. Брусника уже все красная, спелая почти. Будет однодневный поход, и я сегодня с собой взял ружье. Буду сегодня охотиться на уток, попробовать хоть добыть кого-нибудь. И сейчас остановился, чтобы немножко подостыл. Вот на какой технике я сегодня еду. Это мой старый Восход. В 96-м году я покупал после армии. И до сих пор еще на ходу. Сегодня с утра как-то не очень хорошо, но плохо, конечно, работала, но едет пока едет. Ветер сегодня, солнце и немножко тучи разошлись. Вчера и позавчера пасмурно, очень ветрено было. Так что еду на первую избушку. Буду сперва на охоту сходим. А рыбалку, наверное, так тоже черви взял. На окуня попробуем, что-нибудь может поймаем. И вон, смотрите, какая красота. И сам процесс рыбалки, наверное, снимать не буду, потому что экшн камеры ничего с собой нету. Только вот эта камера, и в руках держать, и в глубине еще удочкой нет. Ну, будем смотреть, что получится. Сегодня еду один. Никого с собой не взял. Взял только ружье, еды на один день. И все. Сейчас вот здесь сухое место. Самое противное, грязные участки, где вот непроходимые места вы проехали. Там основное объездная для мотика сделана. Кто как бы весь сезон летний и осенний ездит на мотоциклах, они прорубили через лес такая тропинка для езды на мотике. И вот в основное я там проехал. И здесь уже сухое место. Ну вот. Не раз уже снимал, показывал. Грибы собираем здесь. Ну вот, где-то проехал, наверное, с полкилометра здесь сухое место. И ни одного гриба не видел. И передо мной какая-то техника проехала тоже. Нету УАЗик, я не понимаю, какая техника. Может, самодельная какая-то, вездеход тоже. Может, они собирают, ездят. Сейчас уже полным ходом начали собирать бруснику. Сезон черники, наверное, уже заканчивается. На бруснике люди пришли. И брусника, в принципе, тоже на глаза попадается. Вон они. В наших лесах все есть. Все ягоды. А вот пока грибов я не наблюдаю. Не знаю, может. Но, в принципе, уже пора. Сейчас уже сентябрь месяц. Сегодня где-то, даты не вижу. Или 9 или 10, не помню уже какое число. Телефон в рюкзаке. Так, тут еще я проеду по этой сухой дороге где-то больше километра, наверное. Потом опять такой участок нехороший. Пусть немножко подостынет, там нагрелся. Восход быстро греется. Первый минус, самый большой минус у восхода — это греется быстро. Да, грибов нету. Но, в принципе, сходим мы на большое озеро, длинное озеро. И в прошлом году, наверное, тоже снимал, показывал немножко про это озеро. На это озеро и через этот Ягель мы пройдем, в общем. Это самое хорошее место, где вот грибы выходят. Белых грибов там мало, конечно, но
красные, может красных встретим, увидим. Ну вот. Давно уже просили видео про охоту. Но вот сейчас вот вон утки. Вон утки, ребята. Я болтаю. Вон они, родимые. Но вот я, если, скажем, сейчас выстрелю, я достать не могу их. Понимаете? 6 штук. Сейчас я немножко поближе. Ага, вот они, родимые. Бери не хочу. В нашу сторону плюют. Может, связи. Так. Сейчас я, может, ружье соберу, да, поближе к ним подойду. Вот. Одна утка обратно уже переходит, переплывает. Жалко, конечно. Надо было тоже спиннинг взять в таких случаях, если, скажем, добыл утку, ты можешь спиннингом как-то покидать, там достать. Конечно, под выстрел они сидят. На середине реки, там от берега буквально там 30 метров, не больше. Что за утки, непонятно. Да, жалко, конечно. На охоту пошли и... Но перед тем, как достать, надо еще добыть их. Не знаю, что делать. Бесполезно. Бесполезно. Добыть ты можешь добыть, но... Достать их, конечно, проблема. В принципе, лодка едет снизу. Не знаю, сейчас я пока, ребята, выключу, буду думать, что делать. Может, вон еще одна от моего берега. Так, где он? А, вон они. А, еще трое. Ты смотри, сколько их там. 3, так, 8, 9 штук. Ну, целая стайка. Выводок. Да. Ладно, буду думать. Или подойти, или же... Красиво, конечно. Красиво. Ребят, я все-таки решил поближе подойти там, посмотреть. Может, что у меня получится. Я сейчас обойду, вот здесь дорога заходит сюда. Где-то круг сделаю. Лишнее метро 100. Но поближе подойду, поснимаю хоть или будем стрелять, потому что снизу там лодка поднимается. Вон они уже поднялись. Там уже неудобно стрелять, блин. Чуть-чуть не успел. О, блин. Вон они под куст туда заплыли там. Ну, чуть-чуть не успел. Там вообще обзора нету. Туда они в нашу сторону плыли. А вон еще одна. Одна утка там еще плюет вон. Последняя на вон. Что за утка, интересно там? Ни до чирки, ни до связи. Вот тут они сидят, 20 метров от меня. 20 метров и ветер стих. И вообще тут непроходимо, блин. Тут крутой берег. Если, скажем, вот туда подняться более-менее, может как-то
место. Как лоси, блин. Лоси тоже выбирают такое место, где не подойти, не приблизиться к ним. И вот они тоже вот поднялись где-то метров 100, наверное, выше по течению. И здесь они затаились. И там крутой берег, может, чуть-чуть выше, там поднимаются дальше. И как назло, вон, смотрите, тишина. Какая-то птица летит. Вот, блин. Один уже на том берегу. Он уплывает там. Или коряга там, не понятно. А вон. Вон они переходят. Перехитрили парни меня. В него кучерятся. Вон они. Они все еще там. Только 3 штуки. Остальные не вижу. Остальных пока не вижу. С другого берега стрелять не буду. Вон они. Чуть-чуть далековато. Но жмальнуть, в принципе, можно. Так, не вижу. Не вижу. Вон они. Видели, как кучно они сидят. Метров 40, наверное, 50 от меня. Ладно, сейчас я выключу. И там еще вон. Опять в нашу сторону переходят. Сейчас. Скоро увидим, вон. Так. Вон они. Видели? Блин, жалко фокус там. Все сучья мешают. Вон. Ладно. Подходить невозможно. Все, улетели. Дальше улетели. Так, вон они. Чуть-чуть поснимал все. Тут выше озера. И вот я снимал вон оттуда. Вон оттуда снимал. Где-то заметили ниже этого коряги было. Лодка чуть ниже. И вон, блин, как назло, они вот поднялись. Вот, смотрите, как крутой берег тут. Метров 4, наверное, высота. И подхода тут нету. Не знаю, почему, может, чуть-чуть услышали меня. Или еще что. Тут недалеко озеро, можно, в принципе, сходить. Может, они поворот сделают и на озеро сядут. Так. Ну, интересно было. Подход такой. Первый подход к уткам. Ну, ничего. Вот только жалко, что ветер стих. Ладно, пойдем. Фу, немножко вспотел. Блин, бушлат не раздел. Недалеко от реки. Тут небольшое озеро. Ну, буквально там ширина 30 на 80, может. А там дальше еще озеро. Но туда уже не буду идти. Такое время потеряю. Сейчас будем обратно возвращаться до мотика. И быстренько поедем на избушку. И, наверное, сперва может по озерам сходим, побродим. И надо сразу надо взять, там у меня веревка есть. Ну, скажем, если добудешь утку, чтобы уже не думать, что ты как-то достать. Но сейчас мы раньше времени уже начали доставать. Поэтому и улетели утки.
Но все равно, если уже ты пошел на уток, ты ружье надо, тебе надо ружье взять и какую-нибудь катушку там с леской или же с веревкой тоненькой, ну, хотя бы 3 миллиметра. Это хорошо, когда боровую дичь ты выстрелил, с дерева упал и взял. А утка, вот скажем, если у вас здесь удалось там подстрелить, надо вот еще и достать утку. Так, грибы. Я где-то вот сейчас первое, я подходил где-то здесь, вон, красноголовик. Старый выход тоже, но он осень, и поэтому уже они как бы чистые, вон, чистые грибы. Может днем еще буду собрать грибы хотя бы на одну жарку. Фу. Блин, спотеешь там. Брусника тоже есть вон. Сейчас люди везде вроде там резали, вон тоже грибы собирают. Так. Вон еще один гриб. Ну этот уже, ну, какой-то полусухой, но чистый, в принципе, можно взять. И вон еще один. Ну, пока не буду брать. За целый день он испортится, там мягкий станет. И если буду собирать, то уже поменьше, которые упругие. Все, на центральную дорогу вышли. Сейчас будем подниматься уже до первой избушки нашей. Сразу затопить печку, потому что на улице прохладно. Но сегодня солнце вон выходит, и может теплее будет, чем вчера. Вчера вот пасмурно было, и ветер такой сильный. Осень. По-другому никак. Все, идем. Мы, ребята, на месте. Доехали вроде как без приключений. И перед тем, как шуметь, там, колоть дрова, я в азарт вошел и схожу на это ближнее озеро. Посмотрим, проверим это озеро сперва. И потом уже чай попьем, чай вскипятим, чай попьем и дальше по озерам. И мне хочется что-то как-то пострелять. Я хочу пострелять сегодня. И большее времени, наверное, я буду тратить на охоту. А потом уже к вечеру буду пробовать поймать окуня. Вот так. Мотик оставим здесь. Я сейчас разденусь. И ну вот наша изба. Опять мыши наследили тут. Блин, надо мышеловку хорошую сюда и мышей ловить. Противно аж как-то с ними жить. Так, сейчас я разденусь и сходим на озеро. Поздно, ребята, спохватился я. Меня заметили. Вон кряку сидят, здоровые, блин. Не знаю, как приблизить. Неожиданно они вышли, блин. Никак поймать их не могу. 2 или 3 штуки их там. Как же и показать вам, ребята. Не фокусируется. Сучья меня. Сучья отмежают. Не, вроде успокоились они. Ну да, успокоились. Мне надо задним ходом обратно
обратно. Выйти на дорогу и метров 30 выше подняться. Нормально сидят. Я сейчас пока снимать не буду. Вообще там жестко там. Как же. Ну вот не могу заснять, блядь, зачем мешают. Да, там их 2 или 3 штуки. Так. Сейчас я подойду туда. Может, что и получится. Буквально от меня 50 метров. Подходил буквально полчаса. Эти 50 метров, полчаса подхода моего. И бесполезно. Я здесь на высоте был, вот тут. И одну я утку вот тут видел. Тут видел, и она поплыла чуть дальше, вон туда, на тот берег. Пока еще я здесь 15 минут подходил, тихонько, чтобы, если, думаю, это поднимутся, в лед стрелять. Их оказалось 4 штуки, и они уплыли по другому берегу, ну, возле другого берега вот такая, ну, немножко воды. И вот возле того берега они поплыли вон до того завала, как бы он береза, он до тех берез. Они уплыли, и я вот так испугал их, и они поднялись и улетели в ту сторону. Жалко, конечно. И здесь неудобно было стрелять. Одного только буквально там 25 метров от меня было. Да. Сколько времени. Ничего, вообще бы я подходил. Да, хитро они, конечно. Хитро. Ой, блин, патрон упал. Так. Жалко. Сейчас, наверное, не хотел, но еще, наверное, до другого конца схожу. Блин, где-то я шапку оставил. Ну, конечно, чуть-чуть не перехитрил я их. Блин. Если, скажем, возле этого берега они шли, плыли, конечно, можно было заметить, а там трава выше колена. И даже волны ничего не видно. Если удобно было стрелять, я бы, конечно, по одной утке так и выстрелил бы. Даже их собирать не стал. По-быстрому. Вот, блин. Так. Ладно, вторая неудача. Второй подход. И как-то почему-то не везет, но сейчас сходим там еще. Дальше есть место, где их можно встретить. Сколько времени? Почти вот, буквально вот отсюда я шел 50 метров там, и там спускался. Ждал, когда вот ветер поднимется, там листья шорох, листья появятся там. Подходил, но перехитрили они меня, Сколько уток мне давало это озеро. Небольшое, она хорошая кормовая база для уток тут. И они держатся, выводка у них каждый год тут. И в траве они живут, кормятся. Вот сейчас пока никого я не вижу. Вроде никого нигде нету. Ну, дальше идти уже не будем. Если были, можно было сразу заметить, но вроде как их нету. Так, надо сходить, вскипятить чай попить и дальше идти по другим озерам. Тут уже все. Может, они крякают, и частенько они в траве, в основном и хитрые. Если только на рассвете или на закате, уже когда темно, они выходят только на более чистую воду. Основное время они
в траве. Там вот как-то я еще их заметил, но тоже вот перехитрили. Блин. Так, листопад уже тут начался. Тут волны какие-то. Может караси. Может караси. Не глубоко здесь. Вообще мелко. Тут для соления грибы обычно в этом месте выходят. Кто-то, он, видишь, собирал, оставлял 2 штуки. Остальные гнилые. В прошлом году тоже, или позапрошлом я видео снимал, тоже показывал. На этом участке я собирал эти грибы для соления. Тут тоже вот медведь ворошит. Медведь, наверное, ворошит тут. Так. Иду дальше. Не стал я заходить в избушку, сразу поднимусь тут повыше еще 3 озера, которые можно посмотреть, проверить. Не будем сразу сдаваться. 2 раза перехитрили, но идем дальше, только вперед. Поднимусь там, посмотрю, там уже аппетит наиграем, там лучше аппетит будет, вкуснее будем кушать. Так что сходим еще. Одел перчатки, прохладно. Ветер холодный, из-за этого так вот на мне сейчас футболка и кофта одна и пинджак тоненький. И вот как-то, когда напротив ветра идешь, прохладно. Заодно дорогу тут посмотрим. Может, на УАЗике еще придется тут съездить. И еще, да и сюда надо за дровами как-то заехать. Тут уже я присмотрел 3-4 сухостоя. Хорошие елки. Я люблю елки на дрова. И в избушку надо свалить в эту сторону, вот как-то промежуток есть, в эту сторону на дорогу свалить и заготовить дровишки. У меня там с прошлого года еще береза, но береза такая попалась, что вот уже вроде не под дождем и целый год сушится, но и все равно дрова плохо горят. Я не знаю, почему такое дерево попалось, но полностью не может высохнуть. Между прочим, тут тоже место такое, где рябчики каждый год. Но пока их не слышу, не вижу. Когда на мотике еще ехал с деревни, один свисток возле Алексеевки, там рядом, буквально там 50 метров на 100 метров отъехал, и сразу свисток я услышал у рябчика. А тут пока тишина. А в прошлом году тут вообще уже я здесь вот поднимался, уже пару штук шлепнул. А в этом году пока тишина. И там дальше избушка. Там, наверное, тоже охотник, блин. Вроде я его не видел в Ньюшере. После запоя он сейчас, наверное, поднялся, и если он там, то уже озеро проверил. Ну, все равно, хоть ты проверяй, не проверяй, утки с крыльями, они буквально за секунду может новые утки прилететь и сядут, если твоя утка будут ждать. Как же красиво тут. Красиво, и вообще золотая пора, моя любимая, подходит осень, что я очень люблю. Тут тоже река, все высохло уже.
Опять вода упала. И даже очень сильно. Так, ладно, я на подходе уже к озеру, тут недалеко. Если кого увижу, может, поснимаю. Расскажу что-нибудь. Я тут пока тихонько буду подходить, смотреть.